Строительство нового здания Государственной филармонии в Магасе идет активное. Этот культурный объект общей площадью 4000 квадратных метров станет крупнейшим в регионе и сможет вместить до 800 зрителей. Он строится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Строительство началось в октябре прошлого года и находится на стадии нулевого цикла. По плану завершение работ запланировано на конец 2026 года. Монолитный белаш какой-то монолит халиер дотхо солтах уже арахар чуртуайер арахар кваддир хамажи подпорный сценарий ухко от зоны отдыха же стоянка же так физикальный сон ямжды ухко белхшми вот ханчулда дедиш. На данный момент рабочие уже выполнили самые сложные работы. Здание будет состоять из двух блоков, разделенных деформационными швами, что позволит ему выдержать сейсмические нагрузки. Для этого установлено более 11 тысяч грунтовых свай и залита бетонная подушка толщиной 80 сантиметров. 9-бальный мивианс, сейсмический 9-бальный, и уже основание чоя легче тогда и колор основания хиле диккабол бяпонца лехтцани лех диктатором кол. В здании предусмотрит концертный зал площадью более 800 квадратных метров. Его также разделили деформационными швами для обеспечения сейсмоустойчивости. На строительство объекта выделено более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Проект не только обогатит культурную жизнь региона, но и создаст новые рабочие места. А за качеством и сроками строительства следят сотрудники Росстройконтроля. По срокам лимиты этого года уже освоены. У нас есть перевыполнение. На сегодняшний день процент готовности составляет где-то 18%. Перевыполнение, от общей суммы взять, если это будет 2% где-то. Так, по нарушениям, конечно, нарушения есть. Это стройка. Нарушения есть, особенно на железобетонном. На данной стадии они бывают часто. Но, в принципе, подрядчик работает, на замечания реагирует и исправляет вовремя. Открытие здания Госфилармонии позволит проводить масштабные концерты и мероприятия, а также станет местом притяжения для любителей искусства, символом культурного развития региона. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Молдгири Ахильгов, Магаз 24.